В республике начались конференции движения Коми Войтер. Традиционно старт дали в Усинске. Там темой для обсуждения стало развитие села до 2020 года. Какие еще проблемы будут в центре внимания общественников, нам расскажет член президиума исполкома общественного движения Коми Войтер Яна Сажина. Яна Степановна, добрый вечер. Добрый вечер. Так о чем еще будут говорить участники конференций? Как определили мы с членами общественного движения Коми Войтер на наших заседаниях и исполнительного комитета и президиума, основной темой, конечно, будут проблемы и пути решения сельских местностей. Поэтому, я думаю, как и в принципе обсуждалось ранее, нужно поднимать вопросы села. Мы понимаем, что в городе, конечно, легче управлять какими-то процессами, но нужно не забывать о том, что все-таки население, которое живет в сельской местности, должны получать такие же комфортабельные условия жизни, как и в городе. Поэтому некоторые районы для себя определили еще и узкие темы, например, это спорт на селе, например, культура на селе, но в целом все связано с проблемами сельских жителей. А скажите, пожалуйста, что становится с решениями, которые принимаются на конференциях? По итогам проведения всех конференций Коми Войтер создается общий перечень принятых во время резолюции, то есть готовится резолюция общая, и, соответственно, эта резолюция направляется в администрацию главы Республики Коми, где уже устанавливаются какие-то распределение по направлениям, где-то в дорожное агентство, ну, то есть по исполнительным комитетам. И совместно с органами власти мы, конечно, в тандеме работаем для того, чтобы помочь решить проблему того или иного населенного пункта или района. Ну, из вашего опыта, как вот такие решения все-таки находят практическое применение? Я думаю, да, все-таки все остается не без решений, поэтому, конечно, все сразу решить невозможно, для этого нужно определенное время. Но я думаю, что потихоньку мы приходим к тому, что большая часть проблем, которые приняты в резолюции, все-таки решаема. И мы хотим, конечно, выразить огромную благодарность органам нашей власти за то, что они конструктивно сотрудничают с общественным движением Коми Войтер, и, в принципе, мы всегда идем друг другу навстречу, это очень радует. Насколько актуально для городов проведение таких конференций, скажем, вот Воркута, Усинск? Очень отрадно, и мы понимаем, что действительно там население гораздо меньше, чем в южных районах или в южных городах республики, но тем не менее они очень трепетно относятся к проблемам коренного населения в своих северных районах и городах, поэтому, как правило, конференция проводится на высоком уровне. Хочу отметить, я несколько лет назад была в Усинске и была очень удивлена, что настолько они подготовились даже творчески к этой конференции, поэтому это действительно очень радует. Яна Степановна, а какие муниципалитеты вот на данный момент самые активные, а какие громче всего заявляют о своих проблемах, скажем так? Конечно, сложно определить, кто лучше, кто хуже, наверное, у всех свои возможности, но по общей тенденции хочется отметить, что Усть-Куломский район, Краткеровский район более громко заявляют о своих проблемах и более четко и конструктивно пытаются найти методы решения этих проблем. Ну, например, Усть-Куломский район работает очень в тесном сотрудничестве с большим гигантом в нашем регионе, поэтому я думаю, что такие совместные работы с крупными нашими предприятиями для того, чтобы было взаимное понимание, и мы помогаем, допустим, этим предприятиям какие-то пути решения решить в районах, и эти большие крупные предприятия тоже не без внимания оставляют территории, где они в основном работают. А от чего зависит вот такая активность ваших отделений на местах? То есть это должны быть люди инициативные или у кого-то больше возможностей, может? От чего зависит? Я, конечно, думаю, что все зависит от людей, безусловно. То есть человеческие ресурсы – это самое неисчерпаемое такое качество, и поэтому... Ну и тем не менее я хочу отметить, что все-таки движение Коми Войтер выстроило четкую структуру. Она подобна такой, как государственной, возможно, структуре, но единственное отличие в том, что люди это делают от чистого сердца, то есть они понимают, это же общественная работа, и они понимают, что кроме них эту задачу никто не сможет поднять. Мы понимаем, что наши власти работают в Сыктывкаре, условно, в других городах, и они не всегда могут заметить о каких-то проблемах. Поэтому вот эти активисты Коми Войтер, они очень грамотно заявляют о своих проблемах для того, чтобы они были услышанными и в союзе решить. Поэтому я думаю, это конструктивно. Что ж, Яна Степановна, у вас впереди еще много конференций, мы желаем вам только продуктивной работы. Спасибо большое. Всего доброго. Ну, а мы напомним, сегодня о работе Коми Войтер мы говорили в студии с Яной Сажиной, членом президиума исполкома общественного движения Коми Войтер.